Взяли направление на север. В Коми обсудили развитие территориального местного самоуправления. Второй региональный форум ТОС собрал активистов Южного куста республики. Здесь подвели итоги работы первых 10 лет и озвучили перспективы на будущее. С теми, кто сегодня болеет душой за свою малую родину, встретилась Виктория Палкина. Компания решила, что нам ничего здесь в Ношеле больше не надо, кроме леса, и все здания свои снесли. То есть чистое поле осталось, да, которое сегодня у нас вот было таким пустым. Жители приняли решение, что давайте как-то все-таки оставим вот память, что здесь был Ношельский леспромхоз. И вот родилась идея сделать Ношельский парк. Вся история Ношельского леспромхоза на нескольких стендах. Именно с этого места началось благоустройство сельского парка. Уже потом появился детский городок, тренажерный комплекс. Решили активисты ношельских ТОСов сделать свое село не только комфортным для жителей, но и интересным для гостей. Разработали туристический маршрут. На средства грантов обустроили целый ряд арт-объектов. Здесь и баркас старой пристани, и памятник реке Лузе. Последний в центре села появилась эта гужевая повозка. Именно в этом проекте сложности не было. Во-первых, кузнецу очень легко все ему удалось после реки Лузы-то. Вот поэтому ему как будто вот так и надо, как по щучьему велению у него все хорошо получилось. Сегодня в Перловском районе создано 25 ТОС. Задействовано 12% населения. Силами активистов за 10 лет реализовано 92 проекта на сумму более 34 миллионов рублей. Почему-то все считают, что ТОС – это благоустройство, ремонт. Нет, прежде всего это сообщество людей, которые хотят искренне, по-настоящему обустроить свою малую родину. Для этого, конечно, нужны средства. И вот когда появляется активный человек, он объединяет вокруг себя более 20-30 человек, которые решают вопросы местного значения. В Коми сегодня 110 ТОСов. Это первый показатель по северо-западу. Всего же на территории ТОС проживают более 30 тысяч человек. Всего за 10 лет участники ТОС привлекли более 200 миллионов рублей. Приятно отметить, что около трети этой суммы – это средства федерального бюджета. То есть мы можем твердо и смело сказать, что ТОСы помимо социальной и общественной пользы приносят прямую финансовую выгоду нашему региону. А еще схему развития ТОС в Коми за основу берут и другие регионы. Так, по нашим следам, к примеру, пошли в Ульяновской области. Сегодня здесь уже 455 ТОСов, и львиная доля имеют статус юрлица. А это открывает возможности участвовать в грантах и искать источники финансирования для своих идей. У нас замечательная программа «Комфортная среда ТОС». Уникальная программа, это единственная в России, где деньги идут через муниципалитеты напрямую в ТОСы. ТОСы сами решают, какую им проблему надо реализовать. Не надо проводить аукцион, ничего, достаточно 3 коммерческих предложений. И ТОСы сами могут решить ту проблему, которая им нужна. И в дальнейшем, конечно, когда они решили эту проблему, они же эту территорию и благоустраивают, и тоже смотрят. Свои проекты активисты ТОСов из Коми развивают по 12 направлениям. И это не только благоустройство. Здесь и забота о животных, и доп. Образование, и детский досуг. И все же развитие это пока идет точечно. Задача, которая стоит в ближайшее время в развитии системы ТОСов, это охват наших городов. Это крупных городов: Воркута, Инта, Усинск, Сыктывкар, Печора. То есть по сельским территориям у нас все понятно, мы понимаем, мы видим там лидеров, и там система работает, то ситуация с крупными городами, да, в республике немножко посложнее. А еще в Коми планируют запустить сеть муниципальных ресурсных центров. Здесь активистам ТОС помогут прежде всего с написанием проектов, потому что от качественной подготовки пакета документов зависит успех в грантовых конкурсах. А сегодня конкуренция на федеральных площадках серьезная. Виктория Палкина, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Перловский район.